Профессии в области естественных наук могут быть интересными и престижными. Организаторы первого абхазского научно-образовательного проекта ОСХИР доказали, что обучение школьников естественным наукам может быть увлекательным. Проект ОСХИР был запущен двумя энтузиастами, сотрудниками НИИПИТ Валерием Джинджулия и Ларисой Ахуба. Главная цель проекта – привить школьникам любовь к естественным наукам и в то же время помочь с выбором профессии. Это фактически профориентационный проект, осуществляемый на кафедре экспериментальной биологии и медицины, кафедра, выпускающая медицинских биохимиков. И мы, в принципе, получили поддержку в фонде Амшра, и благодаря этому смогли этот проект реализовать. Благодаря фонду Амшра, благодаря Сухумскому дому юношества, который предоставил нам базу удобную для посещения школьниками, мы смогли начать этот проект. Всего в проекте приняли участие 18 старшеклассников из разных школ столицы. По итогам первой части проекта были отобраны 6 финалистов. Они были распределены между научными руководителями и в ходе обучения занимались исследовательской работой, проводили опыты. Затем школьники написали научные работы на разные темы, которые презентовали перед квалифицированным жюри. Темой моей исследовательской работы является покраска крови. Для чего же нужно окрашивать кровь? Для исследования клеток крови необходимы окрашенные препараты. Материалы, которые мы использовали для окраски: мазки периферической крови, краска Романовского Гимзе, фиксатор-краситель Мэй Грюнвальд и бриллиантовый зеленый. Бриллиантовый зеленый – это был наш эксперимент. Председатель конкурсного жюри, декан биолого-географического факультета АГУ Марина Голгуа отметила важность проекта ОСХИР. Она подчеркнула, что участие школьников в проекте обязательно будет учитываться при их поступлении в университет. Я вижу здесь докладчиков, которые выдержали бы уровень уже, наверное, студенческий. Поэтому я буду делать своего рода такой шаг в пользу наших сегодняшних докладчиков. Если они планируют и намерены поступать к нам, я думаю, что мы найдем формы, чтобы поощрить их в этом и как-то изменить, может быть, испытания вступительные для призеров, а возможно и победителей данного проекта. Подводя итоги проекта, конкурсное жюри отметило 3 научные работы школьников. Лучшей была признана работа учащегося 15-й средней школы Панайота Теверенчиди. На втором месте учащаяся 2-й средней школы Ирена Кутарба. 3-го места удостоился учащийся 4-й средней школы Астан Гамге. Победителям и всем участникам были вручены грамоты и памятные подарки. Панайот Теверенчиди рассказал, что в будущем он готов посвятить свою жизнь науке. С самого начала, когда я пришел на этот проект, меня сразу же затянуло. В самом начале нам преподавала Лариса Ахуба. Это было связано с физикой. Но когда же нам начал преподавать Валерий Джинджулия, он показал нам химию во всех ее красках. И после этого я понял, что свою жизнь хочу посвятить именно химии, физике и естественным наукам. Ирена Кутарба также поделилась, что проект ОСХИР помог ей определиться с выбором профессии. Ощущения от проекта у меня самые такие наилучшие. Мне очень понравилось, я многое узнала. Мне понравились наши наставники, с которыми я общалась, с людьми, которые мне помогали. В общем, я очень довольна. Я решила поступать на биохимический благодаря этому проекту. Он как-то направил меня на этот факультет. Итоги первого абхазского научно-образовательного проекта ОСХИР подведены. Однако в планах организаторов немало и интересных проектов. Алька Трапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.